В начале августа фермеры региона традиционно делают первые прогнозы на урожай картофеля. Правда, этим летом они существенно разнятся с предсказаниями тех же агросиноптиков. Пока плантации второго хлеба обошли серьезные катаклизмы в виде колорадского жука и фитофторы. Но дождливый август может испортить положительную картину. Сценарий развития событий в репортаже Виктории Палкиной. Впервые за 20 лет существования нашего фермерского хозяйства мы взяли заемные средства на проведение весенних полевых работ. Такой ситуации тяжелой у меня еще никогда не было. Связано это с тем, что в прошлом году были неблагоприятные погодные условия, и мы мало собрали картофеля. С таким пессимистичным настроем этот картофельный сезон начинался в Краткеровском крестьянско-фермерском хозяйстве. Но, несмотря на трудности, объемы посадки второго хлеба удалось сохранить на уровне 10 гектаров. Уже стартовали первые продажи. Да и вообще прогнозы в этом году утешительные. Не то что год назад, когда заработанных от продажи денег хватило лишь на погашение кредитов. Свои прогнозы сделали и агрометеорологи. В крупных сельхозпредприятиях специалисты провели исследования. На тех же сыктывкарских полях себя хорошо показал сорт Red Scarlet. А вот любимая многими удача подкачала. И клубни поменьше, и размер скромный. На юге республики ситуация сложнее. В южных районах у нас наши специалисты провели такие обследования. Результаты они разные. Все зависит от сроков, когда прошла посадка в хозяйстве. Урожайность ожидается немножко хуже, чем в прошлом году. Дачница со стажем Надежда Лисовская уже успела попробовать свежий картофель. Какой сорт посажен на ее огороде, она не знает. Но то, что клубни большие и их много, ее радует. В этом году вроде больше картошки, зато другая плохо растет. Кабачки, да все это. Вот так урожай ничего. Жуков у нас вроде бы и не бывало. Один год только пару штук находила этих колорадских жуков. В отличие от агрометеорологов, многие сыктывкарские дачники верят в хороший урожай 2015 года. С садоводами-любителями солидарны и фермеры Коми. По прогнозам аграриев республики, урожайность в этом году должна быть неплохой, но мало второй хлеб вырастить, его еще нужно убрать и сохранить. Для этого все клубни необходимо будет обработать от всяких заболеваний. Крупные сельхозпредприятия региона планируют выводить технику на поля после 10 сентября. Виктория Палкина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрга.